Торжественная церемония, посвященная открытию областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2017» и чествованию тружеников села Витебской области, объявляется открытой. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2017». По доброй белорусской традиции, Дубровинский район сегодня встречает гостей и участников праздника тружеников села Витебской области. Сегодня здесь собрались лучшие представители агропромышленного комплекса области, промышленности, работники строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, дорожники, все те, кто своим трудом благоустраивал и преображал Дубровинский район, вводил объекты социальной сферы, торговли, транспортных сообщений. В нашем празднике принимают участие Владимир Павлович Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Леонид Васильевич Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Николай Николаевич Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета. Владимир Владимирович Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов. Александр Михайлович Субботин, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области. Александр Леонидович Забелла, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности. Руководители органов государственного управления и ведомств Республики Беларусь, их заместители. Депутаты Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Делегации городов и районов Витебской области. Ветераны труда, которыми гордится Витебская область, представители трудовых коллективов, общественных организаций и духовенства. Делегация Брянской области во главе с заместителем губернатора Михаилом Семеновичем Кобызевым и других регионов Российской Федерации. Белорусы испокон веков чтили и уважали труд хлебороба. «Хлеб всему голова». Эти слова стали своеобразным девизом для всех тружеников села, которые своим трудом, собранным урожаем, приумножают благосостояние нашего государства. И не случайно хлебные колосья, что взрастила Витебская земля в непростых погодных условиях этого года,
являются символом праздничных мероприятий «Дожинок 2017». Золотом нивы досконція, аксамітовим стелються полым'я, колоси, як променчики сонця, зіхотять под моїми долонями. Это наша багаття, землі подарунок, вода темного хлеба у прасе. На ляным рушнику самый смачный ласунок, это хлеб, наша багаття. Это хлеб, это наша багаття. Биться небо люстерками луется, мелькотять васильковые сполохи, колосы золотые хвалюются, жнивень лашит землю теплым подыхом. Это наша багаття, земли подарунок, вода темного хлеба у прасе. На ляным рушнику самый смачный ласунок, это хлеб, наша багаття. Это хлеб, это наша багаття. Я зернятки сховаю в народ, захисну от дождю и от холоду. Хлеборобам родимый наш низкий поклон. За наш хлеб, белорусское свобода. За наш хлеб, белорусское свобода. Это наша багаття, земли подарунок, много темного хлеба у прасе. На ляным рушнику самый смачный ласунок, это хлеб, наша багаття. Это наша багаття, земли подарунок, много темного хлеба у прасе. На ляным рушнику самый смачный ласунок, это хлеб, наша багаття. Это хлеб, наша багаття. Каравай, выпеченный из зерна нового урожая от хлеборобов Витебщины, вручается председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Каравай вручают Сергей Алексеевич Греков, старший комбайнер, и Олег Иосифович Сушкевич, комбайнер открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов» Аршанского района. Этот экипаж первым в области намолотил 1000 тонн зерна, за что получил новый комбайн «Лексион 770». Доверие, оказанное руководством области, комбайнеры оправдали, достигнув рекордного для Витебской области результата на уборке, собрав 4717 тонн зерна. Слово председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Уважаемые аграрии Витебщины, дорогие гости и участники праздника, тружеников села Дожинки 2017. Развитию аграрной отрасли в нашей стране и области уделяется первостепенное внимание.
От положения дел в сельском хозяйстве во многом зависит устойчивое развитие общества, продовольственная безопасность государства, успех региона. Достижение агропромышленного комплекса – это итог повседневного напряженного труда как простых работников сельской нивы, перерабатывающих и обслуживающих организаций, фермеров, так и специалистов, руководителей, ученых-аграрий, ветеранов сельскохозяйственного производства и молодежи, работников социальной и культурной сферы. Успеху на сельской ниве способствует оперативность, разворотливость, строгое соблюдение технологий. Беречь и приумножать богатство, которым щедро делится земля – это наша святая обязанность. Без хлеба и жизни нет. Люди всегда относились к хлебу с уважением, как к дару, спасающему от голода, и мере, оценивающей богатство. Труден путь от зернышка до колоса, от колоса до муки, от муки до хлеба на нашем столе. Настоящую цену хлебу знают те, кто пережил голод, и хлебороб, который от зари до зари работает в поле, сеет, растит и убирает урожай. К сожалению, природные катаклизмы зачастую являются серьезной преградой к достижению намеченных целей. Не исключением стал и этот год. Даже старожилы не припомнят столь сложного по погодным условиям сезона, с которым столкнулись хлеборобы Витебщины. Весенние полевые работы в области мы начали раньше на 5-7 дней среднемноголетних сроков. Однако надежды на благоприятные условия быстро развеялись. Практически до середины мая периодически выпадал снег. Со второй декады апреля в области установилась очень холодная для этой поры погода. В отдельные дни в ночное время температура опускалась до -8 градусов. Среднесуточная температура воздуха была на 6-8 ниже нормы. Такой температурный фон характерен для второй половины марта. Холода сопровождались частыми осадками, мокрым снегом. Отмечалось повсеместное переувлажнение почвы. В третьей декаде апреля в среднем по области выпало 233% осадков. 3 нормы по Сенинскому, Шарковщинскому, 4 по Городокскому районам. В результате на 11 мая по области было посеяно всего лишь 50% яровых культур к плану. И только мобилизация всех ресурсов, организация работ в ночную смену позволили завершить посевные работы в полном объеме. В итоге не хватало тепла, а июльские дожди усугубили ситуацию. Вегетационный период затянулся. Созревание и готовность зерновых и зернобобовых культур были сдвинуты на 10-15 дней. В итоге уборку начали позже обычных сроков, но уже по объему уборки хлебов на 20 августа мы вышли на уровень прошлого года. А валовый сбор зерна был превышен на 65 тысяч тонн. С третьей декады августа снова дожди. По западным регионам выпало 4-4,5 нормы осадков. Уборка практически остановилась. И все же, несмотря на сложности и капризы погоды, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства собрали более 1 миллиона тонн зерна. Валовый сбор на 150 тысяч тонн больше прошлогоднего. Аграрии области с честью и достоинством выдержали все экзамены. Традиционно стабильно работающие хозяйства показали высокий результат. Лариновка Аршанского района, руководитель Кухтенков Александр Александрович, урожайность зерновых 84,8 центнера с каждого гектара. Ольговская Витебского района, руководитель Сафронов Владимир Леонидович 66,8 центнера с гектара. Рудакова Витебского района, руководитель Пинчук Михаил Семенович 66,3 центнера с гектара. Агрокомбинат Юбилейный Аршанского района, руководитель Фирсин Александр Владимирович обеспечил валовый сбор зерна в хозяйстве 34 500 тонн. 275 экипажей области превзошли тысячный намолот, а экипаж хлеборобов филиала Заднепровский Аршанского комбината хлебопродуктов Сергея Грекова и Олега Сушкевича установил абсолютный рекорд, намолотив 4717 тонн зерна.
Два экипажа, Леонид Парамонов и Дмитрий Скрипелев, филиал Зазерье Лепельского района Витебского мясокомбината, и Николай Захаренко, Сергей Катковский, СПК «Лариновка», намолотили более 3000 тонн зерна. Эти трудовые свершения – яркая страница в аграрной летописи области. Определенных успехов достигли интеграционные структуры области, созданные в прошлом году. Полоцкая структура получила валовый сбор зерна 21 000 тонн, Глубокская – 33 000 тонн, Витебская – 44 000 тонн, Аршанская – 74 000 тонн. Уже сегодня каждая структура имеет более 50 000 гектаров пашни. Это позволит в следующем году вырастить и обеспечить валовый сбор зерна не менее 400 000 тонн, а в целом по концерну «Мясо Молпром» получить 500 000 тонн зерна. Область выполнила государственный заказ и в полном объеме засыпаны семенные фонды. У нас достаточно зерна для обеспечения общественного животноводства концентрированными кормами. Сделанная в текущем году ставка на расширение посевов зернобобовых и масличных культур позволила в большинстве хозяйств практически решить проблему растительного белка. В текущем году впервые получено 81 000 тонн зернобобовых культур в чистом виде. Более 1000 тонн зернобобовых произведено в этом году в 10 хозяйствах области. Как пример, агрокомбинат «Юбилейный» Аршанского района 2500 тонн гороха в чистом виде. Этот год показал, что есть целый ряд хозяйств, которые преуспели и в производстве рапса. Более 1000 тонн маслосемян получено в 10 хозяйствах области. 2000-й рубеж перешагнули Витебская бройлерная птицефабрика и Толочинский консервный завод. В агрокомбинате «Юбилейный» намолочено 3400 тонн маслосемян при средней урожайности 26,8 центнеров с гектара, а общий валовый сбор белкового компонента зернобобовых и рапса по хозяйству составил 5890 тонн. Это направление мы намерены развивать и в дальнейшем, совершенствуя структуру посевных площадей и обеспечивая отрасль животноводства собственным дешевым белком. Перед нами стоит задача довести посевы зернобобовых культур до 120 000 гектаров. Горох, люпин и другие зернобобовые в чистом виде должны составлять не менее 15% структуры пашни. Также расширить посевы рапса до 120 000 гектаров. Кроме того, уместно напомнить, зернобобовые культуры и рапс являются идеальными предшественниками для зерновых культур, улучшают структуру почвы и повышают ее плодородие. Экономика сельского хозяйства на Витебщине зависит от производства и реализации продукции животноводства. Стабильная кормовая база, увеличение объемов заготовки травяных кормов стало стратегическим направлением растениеводства в текущем году. Расширение площадей многолетних трав, увеличение удельного веса клеверов, упор на зернобобовые культуры в текущем году подтвердили правильность выбранной стратегии. Основой успешного производства в аграрном комплексе является техническая оснащенность сельскохозяйственных организаций. Закупка мощной, высокопроизводительной техники весьма актуальна для северного региона Беларуси с ее особыми тяжелыми почвенно-климатическими условиями и коротким периодом возделывания сельскохозяйственных культур. Организации в текущем году приобрели 970 единиц техники, в том числе энергонасыщенные тракторы с мощностью 350-500 лошадиных сил, высокопроизводительные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны и ряд другой техники. Работа по приобретению техники будет продолжена и в последующие годы. Уважаемые труженики хлебной нивы, руководители районов, предприятий, специалисты сельскохозяйственного производства, сегодня мы говорим слова огромной благодарности всем героям жатвы, тем, кто в непростых условиях своими мозолистыми руками, мастерством и самоотверженным трудом добывают белорусское золото, имя которому хлеб.
Мы благодарны ветеранам, молодежи, сельским жителям и подшефным городским организациям за помощь селу в горячую уборочную кампанию, ответственное отношение к делу. Глубокую признательность высказываем нашим кураторам, председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко Владимиру Павловичу, председателю Комитета государственного контроля Республики Беларусь Анфимову Леониду Васильевичу, первому заместителю премьер-министра Республики Беларусь Матюшевскому Василию Станиславовичу, заместителю премьер-министра Республики Беларусь Русому Михаилу Ивановичу за поддержку и помощь в развитии региона. Благодарим председателя правления открытого акционерного общества Банк развития Республики Беларусь Румаса Сергея Николаевича за помощь в укреплении материально-технической базы организаций агропромышленного комплекса Витебской области. Руководство концерна «Белнефтехим», председатель Ляшенко Игорь Васильевич, за помощь и поддержку в приобретении горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Отмечаем плодотворное сотрудничество с нашими партнерами Минским тракторным заводом, генеральный директор Доматенко Федор Александрович, открытым акционерным обществом Гомсельмаш, генеральный директор Комко Александр Иванович. В Дожинском Дубровинском районе модернизированы практически все объекты потребительской кооперации. Наша признательность председателю управления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Иванову Валерию Николаевичу. Во время подготовки к фестивалю создан выразительный облик города Дубровна. Благодаря преобразованиям столица нынешних Дожинок приобрела черты современного города. Более 200 объектов, 70 из которых приходятся на социальную сферу, получили второе рождение. На центральной площади дизайнеры и строители создали уникальную зону отдыха с комфортной детской площадкой, живыми зелеными композициями, новым фонтаном. Многое сделано для того, чтобы люди имели достойную инфраструктуру. Хотели трудиться, а молодежь создавать семьи на малой родине. Сегодня мы открыли зал торжественных обрядов, где прошла первая церемония бракосочетания молодоженов. Значительное преобразование коснулись городского стадиона. Построена новая комплексная площадка для игровых видов спорта. Капитально отремонтирована средняя школа номер 1, детские сады номер 3 и номер 4, детская школа искусств, дом культуры и дом ремесел. По поручению министра спорта и туризма Республики Беларусь Шамко Александра Игоревича выделены деньги на приобретение спортивного оборудования для тренажерного зала, уличных тренажеров для физкультурно-спортивного клуба и спортивной школы. Государство поддерживает и будет поддерживать все, что связано с укреплением здоровья людей, привлечением молодежи к спорту. Уважаемые товарищи, наряду с масштабными преобразованиями в Дубровно благоустроен в этом году и город Полоцк ко Дню белорусской письменности и 500-летию белорусского книгопечатания. Новый вид современного европейского городка получил поселок Копость Эршанского района. Мы и в последующем будем ежегодно в обязательном порядке кардинально обустраивать по 2 поселка области в дополнение к городу, который будет принимать эстафету праздника тружеников села Дожинки. Сегодня эту эстафету принимает Верхнедвинск. В следующем году он будет встречать гостей фестиваля Дожинки. Уверен, верхнедвинцы продолжат лучшие традиции благоустройства, и общими усилиями мы многое сделаем для того, чтобы наши районные центры радовали глаз, были уютными для жизни, привлекательными для жителей и гостей. Все это подтверждает верность избранной стратегии, которая базируется на повышении благосостояния людей, развитии экономики, агропромышленного комплекса в частности. Данный постулат является одним из звеньев государственной политики, проводимой главой государства. Выражаем благодарность президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко
за то огромное внимание, которое он оказывает северному региону Беларуси. Потенциал агропромышленного комплекса области далеко не исчерпан, и поддержка главы государства для нас крайне важна. Огромное за это спасибо. Сегодня мы поздравляем передовиков хлебной Нивы и говорим: вы настоящие герои нашего времени, пример для подрастающего поколения. Тяжелый нелегок ваш труд, низкий вам поклон, хлеборобы. Пусть хлебные каравай Витебщины становится с каждым год весомее, а земля наша богаче. Искренне говорим: уважение, почет и слава нелегкому крестьянскому труду. С праздником, дорогие друзья! В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета определены победители областного соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2017 году. Первое место среди районов области занял Витебский район. Председатель районного исполнительного комитета Геннадий Геннадьевич Сабынич. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета Петр Николаевич Керенкович. Район выполнил государственный заказ, обеспечил лучшие показатели по выходу зерна на 1 балл гектар и по совокупности критериев оценки стал первым. Второе место занял Дубровинский район. Район, принимающий дожинки и незначительно отставший от Витебского района. Председатель районного исполнительного комитета Олег Михайлович Лындин. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Васильевич Корнеев. Третье место по совокупности критериев оценки результатов соревнования на уборке урожая и полученной одинаковой суммы баллов заняли Верхнедвинский, Полоцкий и Аршанский районы. Председатель Верхнедвинского районного исполнительного комитета Игорь Иванович Маркович. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Василий Николаевич Шилов. Председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Николай Николаевич Шевчук. Заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета Николай Николаевич Братынский. Председатель Аршанского районного исполнительного комитета Александр Григорьевич Поздняк. Исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Андрей Анатольевич Рыжиков. Аршанский район стал победителем и в номинации среди районов на уборке рапса, где определяется только один победитель. Поэтому район получает 2 диплома и денежную премию. В целом, на долю 5 районов победителей приходится 45% хлебного каравая области. Районам-победителям вручаются дипломы и денежные премии. В связи с проводимой в Витебской области оптимизацией структуры организации агропромышленного комплекса идет создание 4 крупнейших объединений, в состав которых входят предприятия-производители и переработчики продукции сельского хозяйства. В целях повышения заинтересованности их участников и условиях областного соревнования предусмотрены номинации среди интеграционных структур на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур и по уборке рапса. В 2017 году, в первом в их истории существования соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, первое место заняла Аршанская интеграционная структура, создаваемая на базе открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов», директор Физули Абдулбекович Гасанов.
заместитель директора по сельскохозяйственному производству Николай Валентинович Мацкевич. Валовой сбор по структуре составил 74,4 тысяч тонн при урожайности 38,8 центнера с гектара. В номинации на уборке рапса победила Витебская интеграционная структура, создаваемая на базе открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат». Директор Виктор Васильевич Поздняк. Заместитель директора по сельскохозяйственному производству Олег Викторович Скрабневский. В целом структурой собрано 5500 тонн масла семян рапства при средней урожайности 19,1. Интеграционные структуры награждаются дипломами и денежными премиями в сумме 5750 рублей каждая. Мы поздравляем победителей и просим их занять места в зрительном зале. В номинации «Среди сельскохозяйственных организаций, вошедших в интеграционные структуры», соревнования проходили в двух номинациях. По уборке зерновых и зернобобовых культур с определением первого, второго и третьего места и по уборке рапса с определением первого места. Первое место в обеих номинациях присуждено филиалу «Горяны Агро» Полоцкого района, открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродуктов». Директор Александр Григорьевич Колтунов, который уверенно руководит предприятием уже 20 лет. Хозяйство было вторым призером соревнований по уборке зерновых и зернобобовых культур в 2016 году, а в текущем стало победителем сразу в двух номинациях. В целом по хозяйству получена урожайность рапса 29,6 центнера с гектара, а зерна 51,1 центнера. Ваши аплодисменты Александру Григорьевичу и трудовому коллективу хозяйства. В номинации по уборке зерновых и зернобобовых культур второе место присуждено филиалу «Милк Агро» Полоцкого района, открытого акционерного общества «Полоцкий молочный комбинат». Директор филиала Виталий Петрович Кузяков. Третье место сельскохозяйственному производственному филиалу МНЮТО Глубокского района, открытого акционерного общества «Глубокский молочно-консервный комбинат». Директор филиала Ярослав Иванович Синковец. Среди сельскохозяйственных организаций призеры определялись по двум группам, отличающимся размерами сельскохозяйственных угодий и стартовых объемов производства. В первой группе первое место занял Ордена Ленина сельскохозяйственный производственный кооператив «Лариновка» Аршанского района. Председатель Александр Александрович Кухтенков. Руководителем хозяйства работает 20 лет. Этим хозяйством показаны хорошие результаты производства. Наивысшая в области урожайность 84,8 центнера с каждого гектара. Валовый сбор зерна составил 6784 тонны. Второе место. Филиал сельскохозяйственное производство «Мазаловогаз» Витебского района, производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз». Руководитель филиала Роман Равшанович Бабаев. Третье место. Открытое акционерное общество «Правда-С» Дубровинского района. Директор общества Алексей Николаевич Хохлов. Во второй группе первое место заняло открытое акционерное общество «Рудакова» Витебского района. Директор предприятия Михаил Семенович Пинчук. Намолочено 12 602 тонны зерна при средней урожайности 66,3 центнера с гектара. Валовый сбор предыдущего года превышен в 1,9 раза. Второе место. Производственный кооператив «Ольговская».
Витебского района. Директор Владимир Леонидович Сафронов. Третье место. Открытое акционерное общество «Прудинки» Верхнедвинского района. Директор Василий Алексеевич Красник. В номинации «Среди сельскохозяйственных организаций по производству зернобобовых культур» первое место заняло сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полимир Агро» Полоцкого района. Директор Виктор Болеславович Яновский. Зернобобовые культуры занимают 30% зернового клина. Получено 35,5 центнера с гектара при валовом сборе 1241 тонну. Второе место. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Маяк Брасловский» Брасловского района. Председатель кооператива Рамуальд Иванович Шукель. Валовый сбор зернобобовых составил более 1500 тонн при средней урожайности 39,4 центнера с гектара. Третье место. Сельскохозяйственный филиал «Клевцы» Леознинского района. Коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебск облдорстрой». Директор филиала Зоя Васильевна Котович. Собрано более 1000 тонн зернобобовых при урожайности 53,8 центнера с гектара. В номинации «Среди сельскохозяйственных организаций по уборке рапса» первое место заняло открытое акционерное общество «Агрокомбинат Юбилейный» Оршанского района. Директор Александр Владимирович Фирсин. Хозяйство собрало 3,4 тысяч тонн семян рапса при урожайности 26,8 центнера с гектара. Второе место. Открытое акционерное общество «Боброво Агро» Дубровинского района. Директор Александр Николаевич Мурашкин. Третье место. Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика» Витебского района. Директор Анна Васильевна Норкус. Руководителям вручаются дипломы и денежные премии. Успехи в производстве ни одного современного хозяйства невозможны без высококвалифицированных опытных профессионалов, агрономов и инженеров. В номинации «Среди главных агрономов» первой и второй группой хозяйств победителем соответственно стали Александр Васильевич Каплун, главный агроном Ордена Ленина, сельскохозяйственно-производственного кооператива «Лариновка» Оршанского района, и Евгений Васильевич Вацуров, главный агроном открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Оршанского района. В номинации «Среди главных инженеров» в первой и второй группах хозяйств победителями стали Виктор Петрович Семашко, главный инженер Ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Лариновка» Оршанского района, благодарственным письмом и денежной премией в сумме 920 рублей. Максим Николаевич Бубенщиков, главный инженер открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Оршанского района. Мы поздравляем всех, кто стоит сейчас на этой сцене, всех победителей, и просим занять места в зрительном зале. На сцену приглашаются победители соревнований среди комбайнеров, занявшие первые, вторые и третьи места. Соревнования проводились по 2 номинациях среди взрослых и молодежных экипажей в 3 группах комбайнах, отличающихся по техническим параметрам производительности. В номинации среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных организаций
В первой группе комбайнов, имеющих пропускную способность до 10 килограммов зерна в секунду, победили Алексей Александрович Горбачев, старший комбайнер, и Владимир Владимирович Василенок, комбайнер филиала Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации Республиканского научного унитарного предприятия Институт мелиорации Сенинского района, которые на комбайне КЗС-10К Полесье намолотили 1923 тонны зерна. Во второй группе комбайнов, имеющих пропускную способность до 12 килограммов зерна в секунду, победили Сергей Аркадьевич Спаткай, старший комбайнер, и Дмитрий Александрович Батюков, комбайнер Республиканского производственного унитарного предприятия «Устье» Национальной академии наук Беларуси Аршанского района, которые на комбайне КЗС 12-18 Полесье убрали 2961 тонну зерна. В третьей группе комбайнов, имеющих пропускную способность 14 и выше килограммов зерна в секунду, победили Сергей Алексеевич Греков, старший комбайнер, и Олег Иосифович Сушкевич, комбайнер открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов», на комбайне «Лексион 770» и на КЗС 12-18 Полесье впервые в области намолотили более 4000 тонн зерна. В номинации среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных организаций в возрасте до 31 года в первой группе комбайнов победили Борис Васильевич Горнак, старший комбайнер, и Виктор Сергеевич Горнак, комбайнер филиала Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации Республиканского научного унитарного предприятия Институт мелиорации Сенинского района, которые на комбайне КЗС-10К Полесье убрали 1751 тонну зерна. Во второй группе комбайнов победил Максим Станиславович Сернов, старший комбайнер открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Аршанского района. На комбайне КЗС-12-18 Полесье он собрал 2668 тонн зерна. В номинации среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных организаций вторые места заняли в первой группе комбайнов Дмитрий Викторович Новиков, старший комбайнер открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Аршанского района. Во второй группе комбайнов Олег Сергеевич Киселев, старший комбайнер, и Вадим Андреевич Крупенчук, комбайнер Республиканского производственного унитарного предприятия «Устье» Национальной академии наук Беларуси Аршанского района. В третьей группе комбайнов Николай Владимирович Захаренко, старший комбайнер, и Сергей Николаевич Катковский, комбайнер ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Лариновка» Аршанского района. Третьи места в данной номинации заняли в первой группе комбайнов Владимир Михайлович Радевский, старший комбайнер, и Василий Иванович Харкевич, комбайнер открытого акционерного общества «Каманина» Дубровинского района. Во второй группе комбайнов Владимир Геннадьевич Аникеев, старший комбайнер, и Андрей Михайлович Петрашкевич, комбайнер Республиканского производственного унитарного предприятия «Устье» Национальной академии наук Беларуси Аршанского района. В третьей группе комбайнов Леонид Николаевич Парамонов, старший комбайнер, и Дмитрий Геннадьевич Скрипелев, комбайнер лесохозяйственного производственного филиала «Заозерье» Лепельского района, открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат». В номинации среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных организаций в возрасте до 31 года вторые места заняли
первой группе комбайнов Сергей Александрович Домбровский, старший комбайнер открытого акционерного общества «Задровье» Оршанского района. Во второй группе комбайнов Николай Григорьевич Чекчиков, старший комбайнер открытого акционерного общества «Правда-С» Дубровинского района. Третьи места в данной номинации заняли в первой группе комбайнов Дмитрий Александрович Захаренко, старший комбайнер филиала птицефабрика «Оршанская» Оршанского района открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов». Во второй группе комбайнов Юрий Михайлович Кураедов, старший комбайнер открытого акционерного общества «Боброво-Агро» Дубровинского района. Победителям во всех группах комбайнов вручены благодарственные письма и денежные призы. Мы поздравляем победителей и просим их занять места в зрительном зале. Под аплодисменты, конечно же. Победителями в номинации среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, определены: первая группа Олег Петрович Жуков, водитель открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика» Витебского района, который на автомобиле ГАЗ-САЗ-3507 грузоподъемностью 4,4 тонны перевез 1770 тонн зерна. Вторая группа. Виктор Дмитриевич Еронько, водитель открытого акционерного общества «Боброво-Агро» Дубровинского района, который на автомобиле МАЗ-555 грузоподъемностью 8,2 тонны перевез 3318 тонн зерна от комбайнов. Третья группа Александр Александрович Батян, водитель открытого акционерного общества «Якубово-Агро» Дубровинского района, на автомобиле МАЗ-551 грузоподъемностью 26 тонн перевез 5478 тонн зерна. Победителями в номинации среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов в возрасте до 31 года, определены: первая группа Илья Сергеевич Подберецкий, водитель филиала «Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации Республиканского научного унитарного предприятия «Институт мелиорации» Сенинского района, который на автомобиле ЗИЛ ММЗ 4502 грузоподъемностью 4,5 тонны перевез 1716 тонн зерна. Вторая группа Александр Святославович Батюков, водитель открытого акционерного общества «Правда-С» Дубровинского района, который на автомобиле МАЗ-555 грузоподъемностью 8,4 тонны перевез 2755 тонн зерна. Третья группа. Вадим Анатольевич Шуминский, водитель коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия «Первомайское» Дубровинского района, который на автомобиле МАЗ-6501 грузоподъемностью 36 тонн перевез 3654 тонны зерна. Победителям вручаются благодарственные письма и денежные премии. Победителями в номинации среди старших операторов зерносушильных установок определены: первая группа Игорь Николаевич Макаров, старший оператор зерносушильной установки сельскохозяйственного унитарного предприятия «Полимир Агро» Полоцкого района. Вторая группа Владимир Васильевич Лещев, старший оператор зерносушильной установки открытого акционерного общества «Правда-С» Дубровинского района. Третья группа Алексей Николаевич Ященко, старший оператор зерносушильной установки открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Оршанского района.
Поздравляем победителей и просим их занять места в зрительном зале под аплодисменты. Уже стало доброй традицией на дожинках вручать сельскохозяйственную технику для поддержки руководителей женщин и молодых руководителей сельскохозяйственных организаций. Для получения сертификатов и ключей на тракторы «Беларусь-82» приглашаются Ольга Антоновна Балочка, директор открытого акционерного общества «Межаны» Браславского района. Людмила Александровна Всеволодова, директор коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия имени Димитрова Городокского района. Софья Петровна Бухалович, директор открытого акционерного общества «Рубежница» Лёзнинского района. Канул Фармаиловна Чувакова, директор открытого акционерного общества «Замосточанская» Докшинского района. Виктор Александрович Минин, директор открытого акционерного общества «Герой» Дубровинского района. Игорь Александрович Мороз, директор открытого акционерного общества «Иванский Агро» Чашницкого района. Мы поздравляем руководителей, получивших ценные подарки, и просим их занять места в зрительном зале. Более 40 предприятий агропромышленного комплекса области указом президента Республики Беларусь объединены в интеграционные структуры. На сцену приглашаются руководители сельскохозяйственных организаций, входящих в объединение, для вручения сертификатов и ключей от легковых автомобилей. Олег Георгиевич Данченко, директор сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат» Лепельского района. Сергей Александрович Летяга, сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз» имени Машерова Сенинского района. Сергей Иванович Титов, директор сельскохозяйственного предприятия «Северный» Городокского района. Александр Владимирович Чижик, исполняющий обязанности директора сельскохозяйственного филиала «Браздечина» открытого акционерного общества «Аршанский мясоконсервный комбинат». Валерий Николаевич Савицкий, директор сельскохозяйственного предприятия «Смольяны» Аршанского района. Александр Григорьевич Колтунов, директор филиала открытого акционерного общества «Полоцкий КХП» Горяны Агро. Виталий Петрович Кузяков, директор филиала «Милкагро» открытого акционерного общества «Полоцкий молочный комбинат». Франц Викторович Вершаловский, директор сельскохозяйственного предприятия «Титова» Миорского района. Ярослав Иванович Синковец, директор сельскохозяйственного производственного филиала «Мнюта» открытого акционерного общества «Глубокский молочно-консервный комбинат». Владимир Геннадьевич Пашукевич, начальник сельскохозяйственного участка открытого акционерного общества «Сельцы» Глубокского района.
Мечислав Викторович Морхот, генеральный директор открытого акционерного общества «Глубокский комбикормовый завод». Поздравляем руководителей, получивших ценные подарки, и просим их занять места в зрительном зале. Для вручения почетных грамот Витебского областного исполнительного комитета на сцену приглашаются Иван Иванович Федоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета. Геннадий Геннадьевич Сабынич, председатель Витебского районного исполнительного комитета. Виктор Брониславович Словецкий, генеральный директор государственного объединения «Витебский концерн. Мясомолочные продукты». Виктор Иванович Зельман, директор открытого акционерного общества «Западно-Двинский межрай Агротехсервис». Сергей Михайлович Масалов, директор открытого акционерного общества «Тираспольская передвижная механизированная колонна». Анатолий Михайлович Корзун, первый заместитель директора по растениеводству и животноводству открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Оршанского района. Для вручения благодарности председателя Витебского областного исполнительного комитета на сцену приглашаются Николай Назарович Оленич, директор государственного учреждения Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений. Александр Георгиевич Капшуль, директор Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Беларусьнефть», Витебск облнефтепродукт. Николай Алексеевич Какушкин, директор филиала ВЫМНа открытого акционерного общества «Молоко», город Витебск. Мы поздравляем награжденных и под аплодисменты зала приглашаем занять свои места. Уважаемый Николай Николаевич, может быть, еще несколько слов? Дорогие витебчане, очень приятно поздравлять передовиков, испытывать положительные эмоции. И в заключение я хочу сказать, давайте будем делать все для того, чтобы прославить наш Витебский край, чтобы действительно нами гордились, чтобы нами гордились дети, чтобы нам все завидовали. Всех с праздником, всего самого-самого наилучшего. Спасибо. Уборочная страда чем-то схожа со спортивными соревнованиями. Это работа до седьмого пота, спортивный азарт, преодоление и, конечно, воля к победе. И не случайно уже стало доброй традицией в рамках мероприятий «Дожинок» обустраивать спортивные залы и стадионы, проводить соревнования и, конечно, награждать победителей. Не стал исключением и год 2017, который в целом был насыщен яркими спортивными мероприятиями и подготовкой наших руководителей к дожинкам. Причем каждый готовился по-своему. Пожалуйста, внимание на экран.
году ошибку сделали, что подарили велосипед. Надо было все-таки были бы лучше тракторальные машины. Вы знаете, подарки, наверное, слабовато, вот подумали, что именно за здоровый образ жизни. Но вы знаете, это с нашим губернатором, значит, тут, чтобы не попали, мы так сделали, чтобы гирики 80-килограммовые не тягали. Через велосипед мы их решили заземлить. Тогда они увидят свои недостатки, их исправят, и у нас, естественно, будет лучший результат. Но если этого не будет, тогда, естественно, традиции сохраним, но подходы изменим. И я думаю, в следующем году, если не будет у нас действительно улучшения, то вместо велосипедов будем дарить гири. Пришел, потому что, может, легкую работу нам придумали. Не, Борисович, лучше в поле пахать, чем гири тягать. Да, наверное, все-таки мы 1,5 миллиона соберем в области, пускай нас освободят от этой работы. А потом перейдем на штанги. Ну, Борисович, как штанга? Ой, штанга весомая, как урожай в этом году. Ты там не колбасу носить. Да, и не гиру поднимать. А штанга, оказывается, намного тяжелее. Ой, я думаю, 1,5 миллиона можно и на 2 соглашаться. И будет у нас амнистия. Два года назад я для себя поставил цель за минуту, то есть за 60 секунд поднять 32 килограмма 60 раз. Вот сегодня я это выполнил. 32 килограмма за 60 секунд 61 подъем. Я удовлетворен. Не нужно жалеть себя, нужно фанатично работать, если хочешь чего-то добиться. Неважно, в спорте это, в труде, в науке, просто фанатично работать. Я думаю, комментарии к данному видеофильму просто излишни. Ваши аплодисменты. Ну а мы продолжаем торжественную церемонию и сообщаем, что в адрес участников фестиваля ярмарки «Дожинки-2017» поступили приветственные телеграммы от республиканских министерств и ведомств, а также предприятий и организаций области с поздравлениями и пожеланиями новых трудовых достижений в сельскохозяйственной отрасли Придвинского края. Для награждения на сцену приглашается Игорь Вячеславович Брила, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Павлович, Леонид Васильевич, Николай Николаевич, аграрии Витебской области, коллеги, друзья, сегодня Витебщина в очередной раз подводит итоги уборки урожая 2017 года и сегодня чествует тех людей, которые выращивали и убирали этот урожай. Те погодные условия, с которыми столкнулась Витебщина в этом году, и вышла с высоко поднятой головой из этих сложившихся ситуаций природно-климатических и выдала очень серьезный результат, перешагнула миллионный рубеж зерна, более 4 центнеров добавила по урожайности, практически 20% к уровню производства прошлого года. Такие районы, как Оршанский, Дубровинский, Витебский,
по праву являются флагманами не только в Витебской области, но в целом в стране. Это дает хорошие предпосылки для развития животноводства уже в 2018 году, потому что с уверенностью можно сказать, что область будет обеспечена концентрированными кормами. Текущий год дает положительную динамику развития в области и продукции животноводства, в частности, и производстве молока, и выращивании мяса всех видов. СПК «Лариновка» за 8 месяцев надоила 6825 килограмм. Это практически в 2 раза больше среднереспубликанского уровня. Такие предприятия, как филиал «Заря» Витебского агропродукта Чашницкого района, «Маяк» Высокое Брасловского района имеют лидирующие позиции по среднесуточным привесам свиней и крупнорогатого скота соответственно. Это дает хорошие предпосылки для работы перерабатывающей отрасли, которая в Витебской области модернизируется ежегодно. Областное управление мясомолочное работает постоянно над диверсификацией экспорта. Ежегодно добавляются определенные страны, где на прилавке ложится наша продукция, в частности, в Витебской области. Глубокский молочно-консервный комбинат уже в этом году начал поставлять в Израиль продукцию, в Ливию, Полоцкий молочный комбинат, в Сирию. Можно перечислять ряд предприятий. Государственной программой развития аграрного бизнеса нашей страны 2016-2020 года поставлены, коллеги, очень амбициозные задачи. К концу 2020 года страна должна получить валовое производство молока в районе 9,2 миллиона тонн. 1,9 миллиона тонн нужно произвести мясо. Экспортная выручка должна составить порядка 6,2 миллиардов долларов. И в этом большом каравае производства и экспорта внушительная доля принадлежит и Витебской области. Поэтому, уважаемые друзья, примите самые добрые пожелания с таким прекрасным праздником, прежде всего от министра сельского хозяйства Леонида Константиновича Зайца, от всего аппарата министерства. Хорошие слова благодарности за ваш ратный труд. Хочется вам пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях и мирного неба над головой. Спасибо вам огромное. Спасибо за эти добрые слова. Ну а для вручения почетных грамот Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь приглашаются Михаил Семенович Пинчук, директор открытого акционерного общества «Рудакова». Вячеслав Викторович Морхат, генеральный директор открытого акционерного общества «Глубокский комбикормовый завод». Татьяна Михайловна Капранова, главный агроном Республиканского производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский консервный завод», Толочинский район. Павел Юрьевич Толкачев, тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Витебские семена трав». Владимир Петрович Ловцевич, тракторист-машинист открытого акционерного общества «Докшицкий райагросервис» Докшицкого района. Для объявления и вручения благодарности министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь приглашаются Виссарион Александрович Нам, директор открытого акционерного общества «Новые Горяны» Полоцкого района. Михаил Николаевич Якимович, директор открытого акционерного общества «Ельня-Агро» Шарковщинского района. Александр Дмитриевич Мышко, заместитель начальника отдела производства сельскохозяйственной продукции Управления сельского хозяйства и продовольствия Миорского районного исполнительного комитета. Евгений Янисович Вишневский, главный инженер открытого акционерного общества «Новоселки Лучай» Поставского района. Василий Михайлович Дроздов, тракторист-машинист коммунального унитарного предприятия «Дворище Рос» Рассонского района.
Почетные грамоты и благодарности вручены за добросовестный труд, значительный вклад и достижение высоких производственных показателей по итогам уборки урожая 2017 года. Мы поздравляем награжденных и просим их занять места в зрительном зале. Для награждения на сцену приглашается Николай Аксенович Лабушев, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Добрый день, уважаемые витебчане. Добрый день, уважаемые гости, ветераны. Здравствуйте, дорогие наши труженики, победители этой битвы. Разрешите от всего профсоюзного актива Республики Беларусь передать вам пламенный привет и выразить низкий поклон за ваш труд. Вы все видели, вы все знаете, я тоже все это видел, какими усилиями вы сегодня все это сделали, какими усилиями и какими мозолистыми руками вы увеличили урожай нашей Родины. Дорогие друзья, конечно, здесь комбайнеры не поднимут. Мне, как профсоюзному лидеру, от имени нашего профсоюзного актива и тружеников Витебщины, разрешите поблагодарить в первую очередь губернатора Николая Николаевича и актив области за тот организованный праздник, который сегодня идет. Это во имя нашего труженика и для нашего труженика в первую очередь. Поэтому, Николай Николаевич, спасибо вам большое. Второе, я хотел бы выразить благодарность, самую большую благодарность нашему директорскому корпусу. Именно вы сделали сегодня эту победу, вот этот урожай, этот каравай. И вы понимаете, что только вашими усилиями, вашими способностями того технологического плана это все достигнуто. И то, что вы сделали, самое главное, безопасный и нормальный труд для наших механизаторов. И я хотел бы поблагодарить наш профсоюзный актив, то, что мы, то слово, как мы говорим, на защите давно уже это отмели, мы находим все возможности, и силы, чтобы быть рядом с вами, чтобы обеспечить безопасный труд и более надежный. И сегодня я хотел нашему лидеру профсоюзного движения вручить гиру, потому что вместе с чиновниками и профсоюзный лидер должны поднять гиру. Но я попрошу начальника ОВД все-таки найти. Я поставил под собой, покуда слушал речь губернатора, гиры не стало. И награждение от имени нас. Медалью 110 годов профсоюзному руху Беларуси награждаются Анатолий Дмитриевич Босенков, директор открытого акционерного общества «Дубровинский льнозавод». Ромуальд Иванович Шукель, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Браславский». Почетные грамоты Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса награждаются Виктор Владимирович Заикин, генеральный директор открытого акционерного общества «Витебский облагросервис». Александр Николаевич Мурашкин, директор открытого акционерного общества «Боброво Агро» Дубровинского района. Татьяна Николаевна Пильщикова, председатель Толочинской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Галина Владимировна Коровченко, специалист по кадрам, председатель профсоюзного комитета филиала «Горяны Агро», открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродуктов». Самый опытный механизатор в 2017 году провел свою 40-ю уборочную кампанию Александр Иванович Евсеев, тракторист-машинист открытого акционерного общества «Возрождение» Витебского района. Молодой механизатор Роман Николаевич Размыслович, тракторист-машинист открытого акционерного общества Нурова Верхнедвинского района. Мы поздравляем награжденных и просим занять их места в зрительном зале. Дорогие коллеги, я желаю всем здравия, храни Господь, и это вдохновение. На вас смотрит вся республика. Спасибо вам за это. Спасибо. Для вручения ценных подарков и благодарностей на сцену приглашаются Александр Леонидович Забелла, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», и Сергей Степанович Горбацевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Белсолод». Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые работники агропромышленного комплекса Витебской области, многочисленные гости Витебщины, позвольте мне от имени 20-тысячного коллектива работников Белгоспищепрома поздравить вас с замечательным праздником. Всегда это считался главным праздником у нас, у славян. Если имеешь урожай, значит есть будущее, есть жизнь, есть возможность развиваться и дальше. И получая приглашение на этот праздник, я вспомнил слова знаменитого еще недавно персонажа рекламной кампании МММ Лени Голубкова. Говорит, мы не гости, мы партнеры. Поэтому, Николай Николаевич, я считаю, что концерн Белгоспищепром не гость здесь, а полноценный участник, потому что мы вместе с вами на протяжении 20 лет выращиваем, значит, тот урожай, и в том каравае, который вам сегодня вручали, наверное, есть и маленькая толика труда и работников концерна Белгоспищепром. Мы вместе с вами и во время посевной, и во время уборочной. И я думаю, что сегодня тоже Витебская область развивается, создаются и, значит, интеграционные структуры, и надеюсь, что мы найдем здесь свое место. И сегодня, выражая слова благодарности труженикам села, значит, хотелось бы вручить подарки. Нельзя приезжать в гости с пустыми руками, хотя, как говорится, всегда вовремя эти подарки нужно вручать, и уже во время посевной и уборочной кампании мы на безвозмездной основе передали труженикам села 28 единиц техники, более чем на 2 миллиона рублей. Но, тем не менее, значит, хотелось бы и сегодня, когда уже имея такой весомый урожай, еще дополнительно сказать слова благодарности лучшим нашим работникам. Поэтому разрешите мне, значит, от имени концерна вручить небольшой сельскохозяйственный агрегат, потому что не только хлебом единым Витебщина у нас сегодня сильна. Здесь выращиваются не только зерновые и зернобобовые культуры, но и Витебщина сегодня себя обеспечивает фруктами и ягодами. И для того, чтобы развивать плодоводство, мы хотим подарить единицу техники сельскохозяйственному предприятию Радонежского Аршанского завода, Аршанского района. Для вручения сертификата на косилку садовую на сцену приглашается Святослав Емельянович Черников, директор сельскохозяйственного предприятия «Радонежское» Аршанского района. А к этой косилке мы к посевной компании подарим еще неэнергонасыщенный трактор и весь комплекс сельхозтехники. Он уже заказан, просто, значит, не хочется дарить чистые бумаги, не оплаченные еще. Спасибо. Сергей Степанович, вам слово. День добрый, Николай Николаевич, день добрые, уважаемые аграрии, гости сегодняшнего фестиваля. От имени всего коллектива открытого акционерного общества «Белсолод» выражаем слова глубокой благодарности вам за сданный нам урожай. Чтобы вы понимали цифры, «Белсолод» такое маленькое скромное предприятие,
которая заготавливает по году 170 тысяч тонн ячменя. Витебщина в этом году нам сдала порядка 8 тысяч тонн высококачественного ячменя пивоваренного. Это нам позволяет выходить на новые рынки сбыта. Мы уже освоили Вьетнам, Лаос, Камбоджу. В этом году заключены контракты с Бразилией. Что вы имели представление, мы работаем со всеми традиционными компаниями. И те же самые Carlsberg, Heineken, Эфес. Мировой лидер производства пива Санабёв тоже в этом году включил Белсолод в общую спецификацию по поставке на новые рынки сбыта. Мы благодарны вам за тот ячмень, который вы нам поставляете, из которого готовится высококлассный солод, выпускается прекрасное пиво. Большое вам спасибо. И предлагаем заключить сделку между Витебской областью и Белсолодом. Мы готовы при сдаче 25 тысяч тонн по году подарить вам вот точно такой же трактор. Спасибо. Спасибо. Продолжаем церемонию награждения. На сцену приглашаются Николай Иванович Курпатов, директор открытого акционерного общества «Восток Чилина» Дубровинского района. Валерий Викторович Пыркин, директор коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Приднепровский» Дубровинского района. Вручаются компьютеры. Наталья Ивановна Шендрик, заместитель директора открытого акционерного общества «Якубова Агро» Дубровинского района. И вновь Дубровинский район. Александр Анатольевич Зайцев, директор открытого акционерного общества «Каманина». Леонид Алексеевич Ковалевский, начальник цеха растеневодства унитарного сельскохозяйственного предприятия «Дружбинец» Сенинского района. Александр Александрович Зайцев, директор открытого акционерного общества «Зарубы» Дубровинского района. Алексей Николаевич Хохлов, директор открытого акционерного общества «Правда-С» Дубровинского района. Александр Николаевич Мурашкин, директор открытого акционерного общества «Боброва Агро» Дубровинский район. Мы с Николаем Николаевичем договорились, что итоги правца мы подведем чуть позже. Но то, что касательно гирю на ликероводочном заводе, мы уже отлили. И за то зерно, которое вы поставили, мы тоже наградим лучших механизаторов Витебщины. Спасибо. Мы поздравляем получивших призы и просим занять их места в зрительном зале. Для вручения ценного подарка на сцену приглашается Александр Иванович Камко, генеральный директор открытого акционерного общества «Гомсельмаш». Уважаемые труженики сельского хозяйства Витебской области и все присутствующие, от коллектива холдинга «Гомсельмаш» себя лично я сердечно вас поздравляю с вашим праздником Дожинки и благодарен вам от всех гомсельмашевцев за ваш очень нужный и нелегкий труд. И желаю вам еще больших в дальнейшем успехов. В Витебской области на сегодня работает более 2300 комбайнов, из них 1700 – это зерноуборочные комбайны. И я очень благодарен вам за то, что вы выбираете нашу технику, за то, что критикуете ее, советуете, даете свои предложения. Нам это очень нужно, мы это учитываем в совершенствовании
ее, повышения ее надежности и качества. Я благодарен лично Николаю Николаевичу за то, что последние годы Витебская область покупает больше всех областей в республике наших комбайнов. И в этом году поставлено 72 комбайна. Много сделано работниками села для того, чтобы мы развили гамму, свою линейку модельную комбайнов и учитывали все погодные условия, которые имеются сегодня в республике. Долгое время не были востребованы комбайны на гусечном ходу, и мы их производство разместили даже в Российской Федерации, в Амурской аж области. Но вот этот год показал и условия погодные, что и в Витебской области это тоже актуально. Комбайнер Давиденков Николай Александрович Городовского района, сельхозпредприятие «Северный» в этом году в сложнейших погодных условиях убрал более 720 тонн зерновых. Гомсельмаш его поздравляет и вручает ему ценный подарок – телевизор, который сегодня уже вручен. Я его приглашаю сюда для вручения свидетельства. Николай Александрович Давыденков, старший комбайнер сельскохозяйственного предприятия «Северный» Городовского района. Еще раз спасибо всем, что вы работаете на нашей технике и выбираете ее. Мы будем делать все для того, чтобы вы были довольны нашей техникой. И уже в этом году мы сделали только зерноуборочных комбайнов 5 первых новейших образцов, которые прошли испытания и в ближайшие 1-3 года будут поставлены на производство и смогут повысить и производительность, и потери, и что поможет вам в вашей сложной, но нужной работе. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь о республиканском смотре-конкурсе землепользования высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов, Республиканской комиссии подведены итоги смотра конкурса за 2017 год. Для вручения призов победителям на сцену приглашается Вячеслав Анатольевич Абрамов, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Уважаемый Николай Николаевич, приглашенные высшие должностные лица, представители депутатского корпуса, дорогие труженики села. Сегодня мне выпала большая честь поздравить вас с завершением уборочной кампании, с дожинками. И от комитета по имуществу, и от председателя комитета по имуществу, и от всей комиссии, которая проводила смотр-конкурс, хочется высказать вам огромные слова признательности за ваш труд, за ваш вклад, за ваши усилия и за ваши бессонные ночи, которые вы провели в этом году. Также хочется сказать огромные слова признательности вашим семьям. Без их поддержки, уверен, таких результатов бы не было. Поэтому еще раз поздравляю вас всех с праздником и разрешите приступить непосредственно к вручению заслуженных наград. Победителями республиканского смотра конкурса землепользования высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов среди районов Витебской области признан Глубокский район. Председателю Глубокского районного исполнительного комитета Олегу Викторовичу Морхоту и первому заместителю председателя, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Иосифу Ивановичу Пачковскому вручается диплом и денежная премия. Победителями смотра конкурса среди сельскохозяйственных организаций признаны
сельскохозяйственный производственный филиал «Заозерье» открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат» Лепинского района Витебской области, директор Олег Георгиевич Данченко. Открытое акционерное общество «Прудинки» Верхнедвинского района Витебской области, директор Василий Алексеевич Красник. Открытое акционерное общество «Боброво Агро» Дубровинского района, директор Александр Николаевич Мурашкин. Победителям вручается диплом и сертификат на трактор «Беларусь-82». Победителем смотра конкурса среди крестьянских фермерских хозяйств признано фермерское хозяйство «Экобазис», глава хозяйства Василий Михайлович Байков. Победителю вручается диплом и денежная премия. Победителем среди сельских исполнительных комитетов признан Леознинский сельский исполнительный комитет Леознинского района, председатель Светлана Владимировна Пукова. Победительнице вручается диплом и сертификат на трактор с навесным оборудованием. Победителями смотра конкурса среди лесохозяйственных предприятий признано государственное лесохозяйственное учреждение «Полоцкий лесхоз», директор Константин Станиславович Братынский. Победителю вручается диплом и сертификат на трактор «Беларусь-82». Мы еще раз поздравляем победителей и просим их занять места в зрительном зале. Ну а пока победители конкурсов данной номинации, получившие призы, занимают места в зрительном зале, мы хотим продолжить тему культуры земледелия и приглашаем на сцену генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Амкадор Агро» Вадима Александровича Бабарыкина и Физули Абдулбековича Гасанова, генерального директора открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов». Уважаемые друзья, коллеги, участники фестиваля «Дожинки» 2017 в прекрасном городе Дубровна. Собранный урожай Витебщины – это прекрасное применение человеческого труда и современных агротехнологий. Наша компания «Амкадор» очень благодарит за длительное сотрудничество все регионы Витебской области и поздравляет вас с прекрасным праздником урожая. Сегодня мы хотим поздравить один из передовых коллективов Витебской области с заслуженными результатами и вручить подарочный сертификат, широкозахватный агрегат, барана дисковая, компактная, Амкадор 7,5 метров от холдинга Амкадор, Аршанскому комбинату хлебопродуктов. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, вручены практически все награды. Подошла к своему завершению церемония награждения. Мы благодарим руководителей предприятий и организаций области за поддержку работников сельского хозяйства. Мы также благодарим открытое акционерное общество, управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марка», генеральный директор Николай Васильевич Мартынов. И открытое акционерное общество «Поставский молочный завод», директор Георгий Петрович Костень за спонсорскую помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий «Дожинок-2017». Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, для вас праздничный концерт.
а заиграйте-ка вы нам зараз лявоніху, да веселей, наших ножок не жалей. Наші ножки не болять, яны хочуть танцевать. Здравствуйте, дорогие друзья! Тружеников села Витебщины приветствовал Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Геннадия Титовича. Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Философ древности Цицерон в свое время сказал: «Нет ничего красивее хорошо возделанного поля». Это истина, как и то, что нет ничего красивее хлебных полей, лугов и рек нашей Родины. Ты самая красивая, моя Беларусь.
тишине шелестит, еле слышно. Разливается звон соловья над прозрачной рекой, где земля от любви вся цветет и становится краше. Это наша с тобою земля, это белая Русь. Я тобою горжусь, моя Беларусь, спасибо за это. Ты любовью полна, теплом наших душ навеки согрета. Ты такая одна, родная земля, чистая невинна. За тебя, Беларусь, всем сердцем молюсь, ты помни об этом. Ты на мачтах, дитя, охраняет своею любовью. Наша связь неразрывно крепка и долга на века. Обещаю ценить твою щедрость земли белорусской. Забывать про тебя нам нельзя никогда, никогда. Я тобою горжусь, моя Беларусь, спасибо за это. Ты любовью полна, теплом наших душ навеки согрета. Ты такая одна, родная земля, чистая невинна. За тебя, Беларусь, всем сердцем молюсь, ты помни об этом. Ширь лесов и полей, тихий крик журавлей и глубинный узор облаков — это наша с тобою земля. Я тобою горжусь, моя Беларусь, спасибо за это. Ты любовью полна, теплом наших душ навеки согрета. Ты такая одна, родная земля, чистая невинна. За тебя, Беларусь, всем сердцем молюсь, ты помни об этом. За тебя, Беларусь, всем сердцем молюсь, ты помни об этом. Ансамбль «Аурум», Дубровна и ансамбль «Танцы на Ростанях». Конечно, конечно, дорогие друзья, главным действующим лицом уборочной страды является комбайнер. От его ответственности и профессионализма зависит конечный результат гигантского труда всех аграриев. Он должен быть настоящим мужчиной, сильным, упорным и, конечно же, смекалистым. Маш, ты все качества назвала наших витебских комбайнеров. Вам посвящается... Всем давно уже известно, это старый разговор. Если парень интересный, значит парень комбайнер. Если парень интересный, он, конечно, комбайнер. Едут, едут комбайнеры, едут, едут на поля. Мы поступим, комбайнеры, сами сядем у руля. Мы поступим, комбайнеры, сами сядем у руля.
работе, так ведется с давних пор. Если парень скоро в работе, значит парень комбайнер. Если парень скоро в работе, значит парень комбайнер. Едут, едут комбайнеры, смотрят вслед красавицы. Нету девушки, которой комбайнер не нравится. Нету девушки, которой комбайнер не нравится. Я надену красное платье и на ножки лодочки. Ошалеют комбайнеры от моей походочки. Вы позвольте мне списать, с вами познакомиться. Комбайнера полюбить, надо подготовиться. Если парень был в ударе на вечерке, как танцор, я скажу вам, этот парень, безусловно, комбайнер. А если парень вроде меня не танцует, то он тоже работает на комбайне. Едут, едут комбайнеры, мы им рады от души. Комбайнеры едут в пору, на работе хороши. На работе хороши. Если парень интересный, значит парень комбайнер. Так утверждают городокские вокальная группа «Отрада» и ансамбль «Яблонька». Замечательные люди, которые заслуживают ваших аплодисментов, дорогие друзья! Маш, ты знаешь, вот комбайнеру, конечно, надо быть не только интересным. Наш белорусский комбайнер, он настоящий универсал. Если потребуется, он и ремонтник, и слесарь, и плотник. Мастеров на все руки поздравляет коллектив Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Титовича. Встречайте!
Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Титовича и маэстро Дриневский. Браво! Знаешь, Глеб, а еще к портрету настоящего комбайнера необходимо добавить трудолюбие и внимательность. Маш, ты знаешь, мне кажется, что к портрету комбайнера необходимо еще добавить такую черту, как самообладание, потому что комбайнер, он должен быть очень волевым человеком. Именно такие мужчины вызывают уважение и, как ты думаешь, внимание. Маш, даже у таких красивых девушек, как ты? Даже у меня. Ну, давайте посмотрим тогда. Для вас, комбайнеры Витебщины. Вам посвящается. С праздником, друзья! Мне говорят, он маленького роста. Мне говорят, одет он слишком просто. Мне говорят, поверь, что этот парень тебе не пара, совсем не пара. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. Он объясниться мне в любви не смеет. И только лишь как девушка краснеет. Мне говорят, твой выбор не из лучших. Ты нас послушай, ты нас послушай. А мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. А мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. Признаться вам, сама не понимаю, зачем о нем так часто я вздыхаю. И почему мне только светит солнце, его оконце, его оконце. Ох, а он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. Эй, а он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. И это все, что я могу сказать в ответ. Ваши аплодисменты. Финалистка профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси» Ольга Любавина и ансамбль «Зорька». С праздником! Вас поздравляет народный любительский хореографический ансамбль «Карнавал» предприятия «Витебскоблгаз». Тонет, тонет по затону, тонет белая заря. Тонет, тонет по затону, любовь первая моя.
четыре двора из ворот ворота, четыре двора из ворот ворота, а на пятый двор живет милый мой. Далеко живет, чисто весь и подает, а я молода, седогаева была, а я молода, седогаева была, прялочку взяла, на сиделочку пошла. Барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня, барыня, сударыня. Хореографический ансамбль «Карнавал». Виртуозов полей поздравляет Народный оркестр баянов и аккордеонов Новополоцкого государственного музыкального колледжа. Солисты Александр Шабуцкий и Александр Казаревский. Художественный руководитель Александр Кондратюк. Народный оркестр баянов и аккордеонов Новополоцкого государственного музыкального колледжа. А все-таки жаль лето, да, что оно прошло. Остается вспоминать только эти солнечные, яркие, прекрасные деньки. У аграриев Витебщины нет повода для грусти. Молодцы засыпали в закрома хороший урожай, обеспечили для своих любимых женушек достаток. Теперь будут готовить своих железных коней к новой посевной. А первые помощницы, их верные подруги, занимаясь делами, будут напевать «Лето, ах, лето». Вместе с ансамблем «Вербница» агрогородка «Зубки». Подпеваем все вместе. Земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою и
лето звездное звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Дождь грибной играет в прятки с ручейком и со мной, и со мной. Ветерок, надев крылатку, манит в лес за собой, за собой. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Уважаемые труженики села, с праздником вас! Здоровья вам, счастья, удачи, благополучия и низкий, низкий поклон вам до самой земли за ваш труд. Выше птиц взлететь хочу я, чтоб взглянуть с голубой высоты на страну мою большую, на леса, на луга, на цветы. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Ансамбль «Вербница» агрогородка Зубки. С пожеланиями любви, радости и счастья Денис Маркевич, Сергей Дмитроченко и Руслан Новиков. Счастье! Я дарю тебе талисман, он прогонит ложь и обман. В нем биение сердца моего, в нем везение все до одного. Пусть тебя хранит ночь и день, от слепых обид, от потерь. Он сплетен из самых добрых снов, он сплетен из теплых ста ветров. Пусть зима будет снежной, а лето жарким, любовь будет нежной, а солнце ярким. Повяжи эти нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Повяжи эти нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Я тебе дарю оберег, пусть изменит он стрелок бег. Дольше века длится праздник твой, дымом растворится день пустой. Стань еще смелей, дождь пройдет.
счастье. С праздником, дорогие наши! Счастья, любви, терпения, мира вам и вашему дому! Спасибо вам за урожай, за хлеб. Пусть зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким. Повяжи эти нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Повяжи эти нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Вместе с нами! С праздником! Спасибо большое! Денис Маркевич, Сергей Дмитроченко, Руслан Новиков. Трудностью хлеборобов хоть отбавляй. Но мы желаем вам оставаться оптимистами, знающими, что терпение и труд все перетрут, и побольше ясных дней. Для вас выступает Глеб Лапицкий и ансамбль «Карнавал». Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держа спину прямо я буду, что бы ни случилось, от зари до зари. Ай, я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Ай, я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Ну давайте будем аплодировать друг другу. Паруса мои белые и подруги умелые гонит ветер души моей в темноте моих дней. Я убью тебя, милая, моя грусть закрылая, если будешь мешаться мне, словно муха в вине. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Попоем. А я ясные дни оставляю, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Небеса мои светлые и подруги заветные, вы меня не оставите никогда, никогда. Как же так получается? Моя песня кончается, моя жизнь продолжается и течет, как вода. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе.
ансамбль «Карнавал». С праздником! Дорогие друзья, вас поздравляют и дарят свои самые лучшие пожелания гости из Минска. Для вас поет группа «Бай-Сити». Добрый день, уважаемые друзья! От всей души поздравляем с праздником! Сегодня самая замечательная, самая любимая песня только для вас, и я надеюсь, споем все вместе. С тобой мы объехали полсвета, но каждый раз тянула нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем. Друзья, игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одно меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одно меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На-на-на-на-на-на-на. Друзья, все? На-на-на-на-на. А еще громче? На-на-на-на-на. Спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою решить, тебе одно меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одно меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Спасибо, друзья. И в этот день все аплодисменты только для вас и ваша честь. От всей души поздравляем с праздником. Благополучия, процветания вам, вашим родным и близким. Спасибо вам огромное за ваш нелегкий труд и низкий вам поклон. Ну а следующая композиция, я просто уверена, что мы обязательно споем все вместе. Хочется увидеть лес красивых рук, тем более, что есть в руках красивые флажочки. Любите и будьте любимыми. Клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла.
Сердцу очень жаль, что случилось так, гонит осень вдаль, журавлей косяк, четырем ветрам грусть, печаль раздам. Не вернется вновь это лето к нам, не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь это лето к нам. Ни к чему теперь за тобой ходить, ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смог сберечь, поросло травой место наших встреч, поросло травой, поросло травой, поросло травой место наших встреч. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Спасибо, друзья. Пусть никогда любовь не проходит стороной, всегда остается рядышком с нами. Но сегодня же праздник, сегодня нужно веселиться, танцевать и петь вместе с нами. Тем более песни знаете и любите наверняка. Не прожить на мире этом, не прожить на мире этом без потерь, без потерь. Не пройдет, казалось, лето, не пройдет, казалось, лето, а теперь, друзья, мы помогаем. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает, осень землю осыпает красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится.
И пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто эти дни. Может, созданы для счастья, может, созданы для счастья. И они, супер, и они. А теперь ручки все выше. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Еще. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Все, что вам снится. Спасибо, друзья, с праздником! Спасибо. Спасибо. Гости из Минска, группа Vice City. Очаровательные девушки на сцене. Давайте подарим аплодисменты тем девушкам, которые танцуют в зале. Девочки, Они блестящие. на бис. Спасибо вам за поддержку. Желание трудиться на благо своей Родины рождает любовь к своему делу. Песню «Признание» в любви к Беларуси исполняет юная и талантливая Ангелина Ломака, хореографическое оформление ансамбль «Зорька». Синяя дали за
Песню «Буду с тобой, моя земля», автор Валерий Шмат, исполнила Ангелина Ломака. Спасибо. Низкий поклон губернатору. Мы живем в стремительном времени, меняются и рождаются новые специальности, а хлеборобы в 21 веке самая востребованная, мирная, созидательная профессия. Мир вашему дому, здоровья, достатка вашим семьям. И нашей независимой, мирной Беларуси! Пара-пара человек, это целая планета. С края рая до земли рукою не достать. Перекресток звездных рек я вешаю на карте неба. Нам-то нам надо научиться летать. Города ускорят бег, с каждым днем живем быстрее, забывая посмотреть на звезды по ночам. Пара-пара человек могут стать одной вселенной. Нам-то нам надо любить и мечтать. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, пусть все сбудется. А когда погаснет свет, время в темноте зависнет, вспоминай главную свою причину жить. Пара-пара человек поменяет ход событий. Нам-то нам надо учиться любить. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, пусть все сбудется. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. Цветы участникам концерта от председателя Витебского областного исполнительного комитета Николая Николаевича Шерстнева. С праздником, друзья! И пускай так будет всегда. В наших домах будет мир, а мы празднуем наши дожинки!